Наши корреспонденты в Алдане в эти дни следили за развитием коммунальной проблемы одной из жительниц города. В чем был вопрос и нашлось ли решение, в материале Татьяны Вахниной. Тревожно на душе у Ираиды Фомичевой, жительницы дома номер 3, улицы 50 лет в ЛКСМ, города Алдан. Женщина опасается того, что с наступлением зимы в квартире будут трещать морозы. Участки системы теплоснабжения полностью оголены. В прошлом году производился ремонт теплотрассы. В качестве таковой теперь служит полый внутри дощатый короб. Чего не трогали? Это в прошлом году там вот с той стороны забивали, и все. Я из окошка что увидела, а встать я не могла, так как у меня нога была в гипсу. Обращение Ираиды Ефимовны за помощью напоминают замкнутый круг. Диспетчеры и руководство управляющей компании, городская и районная администрации, республиканский уровень власти. Необходимость приведения теплотрассы в надлежащее состояние никто не оспаривает. Аналогичным образом не находится и тех, кто бы с энтузиазмом взялся за означенное дело. Вот сегодня дорогая, вот завтра дорогая. Я и так скоро замерзаю. Мне скоро в мерзлоту уходить. Дай мне хоть пока отогреться тут немножко. Между тем, у сотрудников алданского филиала «Теплоэнергосервис» забот не в проворот. И печали Ираиды Ефимовны отнюдь не единственные. Наряду с иными направлениями деятельности, кои входят в компетенцию коммунальщиков, проводится работа и по утеплению теплотрасс. В пределах возможностей, в пределах финансирования, в пределах ремонтной программы это делается. Из 3 километров, грубо заложенных на перекладку сетей, мы сделали километр 400. С проблемой Ираиды Фомичевой мы обратились к руководству алданского филиала компании «Теплоэнергосервис». По словам коммунальщиков, вопрос по утеплению теплотрассы решен. Сейчас температура в квартире вполне приемлема. Участок теплосети приведен в соответствие с нормами. И в ближайшее время сотрудники ТЭСа подпишут с Ираидой Ефимовной акт приемки данного участка. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК «Саха», Алдан.